У прилавка Марины Криволуцкой многолюдно. Рыбу она продает по весьма низким ценам. Стоимость товара пришлось снизить из-за погоды. Весеннее тепло вносит свои коррективы в работу продавцов заморозки. Чтобы рыба не таяла, храним ее в холодильнике. Стараемся хранить в холодильнике, конечно, потому что покупатели, чтобы тоже не возмущались и не ругались, что она талая. Таких, как Марина, на рынке осталось 7 человек, и в течение недели они завершат свою работу. Постепенно зимний ассортимент уступает место весенним товарам. Уже появились первые продавцы семенного картофеля. У нас буквально 18 апреля будет проведен конкурс по округам, где будет выставляться летняя торговля. Это наши, конечно же, и цветы, это семена, это сувенирная продукция. С 1 мая по городу будут развернуты более 20 точек для торговли. Как показывает опыт прошлых лет, особой популярностью пользуются так называемые ярмарки выходного дня. На них можно будет не только приобрести ранние домашние овощи, но и получить консультацию у профессиональных огородников. Объекты уличной торговли мэрия проверяет каждую неделю. У предпринимателей спрашивают разрешение на работу, а также проверяют документацию на товар. В случае обнаружения нарушений предпринимателям грозит штраф как минимум в 1500 рублей. Анна Лебединская, Ларион Федоров, Вести, Якутск.